Черное озеро, Казанская Лубянка, улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. В Библии и Коране это первая смерть и первое убийство. Бог принимает искренний жертвенный дар Авеля и отвергает приношение Каина, потому что не верит в его искреннюю любовь к Всевышнему. Охваченный гневом и ревностью Каин убивает своего брата Авеля. Каина изгоняют, и он обречен скитаться в одиночестве. И даже смерть не может прекратить его страдания, ибо Бог запретил кому-либо отнимать у Каина его презренную жизнь. Первое убийство — это братоубийство. Но истина и в том, что любое убийство человека человеком — это убийство брата. Казанца Динара Биткинина интересовали больше не божественные истины, а оккультные науки. В период политических перемен и социальных катаклизмов 90-х годов прошлого века они заменяли людям и веру, и идеологию. Динар уверял близких, что имеет астральное тело, по ночам поднимается в космос и защищает Землю от инопланетян, которых легко можно определить по красным глазам на цветных фотографиях. Динар изучал магию, в Индию собирался поехать там что-то изучать. Вот он имел высшее образование, как ты, по-моему, закончил. Занимался разработкой, дизайн, оформлением вот этих вот предприятий различного рода, у него достаточно золотые руки были. Ну и подрабатывал тем, что делал ремонты и дизайны там дач загородных. Вот. Копил на трехкомнатную квартиру, насколько я помню, собирался улучшить жилищные условия. Динар взялся за новую работу, доводил до ума бревенчатую дачу однокурсницы в поселке Лабышка в Камско-Устинском районе Татарстана. Вместе с Биткининым поехал и брат его жены, Айрат Маннапов. Он отсидел за разбой и остался без средств к существованию. Маннапов был рад помочь Динару, а заодно заработать хоть какие-то деньги в эпоху волчьего капитализма. 28 октября 1998 года, вечером, когда оба шабашника уже отдыхали, в дверь сруба постучали. Открывать пошел Маннапов. Биткинин в это время читал книгу «Трактат о белой магии». На пороге появился коренастый мужчина в куртке. Гость показал красную корочку удостоверения МВД и попросил Биткинина проехать в Казань по делу о краже колес его автомобиля. Такой факт действительно имел место в сентябре. Динар быстро собрался, надел куртку и ушел вместе с милиционером. С тех пор 39-летнего Биткинина живым никто не видел. 1 ноября 1998 года местный пастух здесь, во овраге возле деревни Лабышка, обнаружил тело мужчины. Сильный осенний ветер забросал лицо покойного опавшими листьями. Опрошенные местные жители рассказали, что неподалеку от оврага накануне останавливалась ВАЗ-2108 белого цвета. Приехавшая в морг Елена Биткинина опознала труп мужа Динара. Подозреваемым по делу стал Шурин убитого, ранее судимый Айрат Маннапов. Именно он последним видел Биткинина живым и открыл дверь незнакомцу. Со слов задержанного Маннапова, милиционера и Биткинина ожидал еще один мужчина. Внешность лиц, забравших Динара, Айрат описал поверхностно, а на все уточняющие вопросы отвечал уклончиво. Отсидев 10 суток в изоляторе временного содержания, Маннапов вышел на свободу, но остался под наблюдением милиции. Следователь допросил и безутешную вдову. Погибший муж часто приходил ей во сне с одной и той же фразой: «Берегись их, они еще вернутся». Ровно через 100 дней после смерти Динара, 11 февраля 1999 года, в казанской квартире Биткининых на улице Халева раздался мощный взрыв. Выбило входную дверь и даже двери соседей. Огонь, возникший внутри, быстро охватил площадь жилища, вырвался в подъезд и даже перекинулся на дерево во дворе. Прибывшие через 5 минут по повышенному номеру опасности пожарные приступили к тушению.
Параллельно было отключено газоснабжение дома. Когда огнеборцы проникли в квартиру, то увидели страшную картину. На диване в зале лежали обгоревшие трупы Елены и 5-летней Аэлиты, повернувшейся лицом к матери. Огромная температура расплавила самовар и уничтожила следы возможного преступления. Ровно 100 дней между гибелью 3 членов одной семьи. Это наводило на мысль о ритуальном характере смертей. Но свободное от суеверий следствие изучило материалы экспертиз, из которых следовало, что пожар возник из-за нарушения правил пользования телевизором, включенным на длительное время. А причиной взрыва стала концентрация паровоздушной смеси с продуктами горения с возможным возгоранием тел спящих. В возбуждении уголовного дела было отказано. Когда я стал внимательно изучать этот материал, меня сразу насторожило заключение судебно-медицинской экспертизы. В легких матери продуктов горения нет, а у дочери в легких обнаружили воду. Аэлита, судя по наличию копоти в легких, сгорела заживо. Получалось, что мать была мертва еще до пожара, а потому следов углекислого газа в ее дыхательных путях не было. Повторная экспертиза дала заключение о том, что на полу, в прихожей и в комнате сгоревшей квартиры был разлит бензин в тротиловом эквиваленте до 1 килограмма. Емкость с бензином, которую они привозили и зажгли, так, она осталась в квартире покоробленная огнем. И когда обходили дом жильцов, расспрашивали, никто не слышал или не видел, одна девушка сказала: «Кажется, я почувствовал запах бензина». После обнаружения признаков насильственной смерти и поджога было возбуждено уголовное дело. Следователи начали отрабатывать личные связи, служившие соцработником в собезе Елены. У женщины был замкнутый характер. Единственной подругой погибшей являлась медсестра больницы МВД Татарстана Расиля Хайруллина. Обе женщины когда-то жили по соседству в Пестрецах на родине Елены. Расиля вышла замуж, родила 3 детей, 2 дочек и сына. Но после развода с мужем и смерти одной из дочерей от воспаления легких, Хайруллина почувствовала в себе дар ясновидения. Женщина решила переехать в столицу Татарстана в надежде на лучшую долю. Туда же после замужества перебралась и ее подруга Елена. В Казани землячки ходили в гости друг к другу и поочередно нянчили детей. Хайруллина пользовалась успехом у мужчин, считала себя экстрасенсом и красавицей. Были такие, со слов ее знакомых, даже не предположения, разговоры, что она ясновидящая, что она обладает какими-то экстрасенсорными способностями. А Расиля, может быть, действительно обладала чем-то таким, потому что когда вы потом уже ее допрашивали, она я помню, могла сама себе понижать, повышать давление, даже в ходе допроса вызывали скорую помощь, советовались с прокурором, как дальше о тактике допроса. Среди знакомых медсестры были совсем разные представители сильного пола. От сожителя, отсидевшего за участие в альметьевской банде чекисты Фарита Сафиуллина, до майора милиции Александра Абакумова. Несмотря на противоположность рода деятельности, мужчины нашли общий язык. Троица была допрошена об обстоятельствах гибели семьи Биткининых, но каждый из подозреваемых имел алиби. Благостную картину непричастности астральной команды портили только показания Айрата Маннапова. Он вдруг заявил, что кто-то из соседей видел вечером накануне убийства всех 3 у дома Биткининых в Белой Восьмерке. Но свидетелей не нашли. Задержанные были отпущены на свободу под подписку о невыезде. «30 сентября 1999 года к посту ГИБДД подошла пожилая женщина. Она рассказала, что в лесу у поселка Вороновка Лаишевского района Татарстана лежит мертвец. Личность погибшего установили быстро. Им оказался пропавший 3 дня назад родной брат майора милиции Александра Абакумова, 30-летний Борис. При осмотре трупа было обнаружено огнестрельное ранение, послужившее причиной смерти. Со слов родителей и знакомых, накануне гибели братья должны были встретиться, но допрошенный Александр категорично заявил, что никакой встречи с Борисом у него не было.
Проверка табельного оружия Абакумова также не дала совпадения с пулей, изъятой из тела родственника. Конечно, были подозрения, что Абакумов причастен и к смерти, к убийству его брата, но каких-либо прямых доказательств и необходимости на тот момент соединения этого уголовного дела с нашим уголовным делом не было. За майором милиции и его товарищем Сафиуллиным установили негласное наблюдение, но ничего предосудительного мужчины не совершали. 26 октября 1999 года Абакумов внезапно подал рапорт на увольнение по состоянию здоровья. Результаты оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления собственной безопасности МВД Татарстана все больше убеждали следствие в том, что неразлучное трио причастно к преступлению. Но найти какие-либо материальные улики пока не удавалось. 21 декабря 1999 года тогдашний прокурор Приволжского района Казани Фарид Загидуллин пошел на большой риск. Без улик и доказательств он неожиданно арестовал Абакумова, Сафиуллина и Хайруллину. Разведенных по разным кабинетам участников группы долго допрашивали поодиночке. Первой показания стала давать женщина. Нам удалось создать такую ситуацию, такую психологическую атмосферу в ходе расследования. И в результате этого Хайруллина, не зря нами оставленные на свободе, пошла именно по такому варианту, который мы предполагали. Постоянно симулировавшая сердечные приступы и слезно раскаивающаяся Хайруллина рассказала, что все началось в 1998 году. Айрат Манапов по пьяни при Абакумове и ее сожителе Сафиуллине сказал, что Динар Биткинин имеет на шабашке огромные деньги и носит их в поясной сумке, а за совместную работу платит гроши. Вот они приехали туда на машине, представился Абакумов, сотрудника милиции. Говорит, нужно съездить в Казань, поскольку незадолго до вот этого приезда там имело место кража колес с его автомобиля. Динар Биткинин без всяких подозрений быстро собрался и поехал. Не доходя до трассы, Абакумов Александр ударом кулака сбил Биткинина с ног, а потом заранее приготовленным шнуром задушил его. В поясной сумке убитого обнаружили 3000 рублей. Но этого преступникам показалось мало. Они решили, что основные сбережения хранятся на квартире Биткинина. Выждав 100 дней, чтобы отвести от себя все подозрения, Сафиуллин и Абакумов отправились в гости к вдове. Осторожная и замкнутая Елена никогда бы не пустила в свой дом на ночь глядя двоих незнакомцев. Мужчины вновь взяли с собой на дело Хайруллину, подружку Елены. Сначала Абакумов увел удивленную нежданным визитом женщину на кухню и потребовал деньги. Но вдова ничего не рассказала, и тогда Абакумов задушил несчастную шнуром. Ответку повесил в своей спальне. Но только Елена Премудрая уснула, птичка обернулась мухой, вылетела из клетки и превратилась в доброго молодца. Дошел к солдату к Елене Премудрой и крепко поцеловал ее. Хайруллина в это время отвлекала сидящего на ее коленях ребенка чтением детской сказки. А солдат и говорит: разреши мне напоследок песню спеть. Мужчины вынесли тело Елены и поместили на диван. Мудрая сова загрустила и говорит солдату: спрячься от меня так, чтобы я не смогла тебя найти. После чего майор милиции сказал, что с девочкой тоже надо что-то делать. Сафиуллин включил краны с водой и увел Аэлиту в ванну. За ним туда же зашел Абакумов. Дочь стала звать маму, но беспощадный милиционер со словами «сейчас купаться будем» схватил ребенка за затылок и опустил маленькую голову под воду. Она не утонула, она от того, что такое резкое перекрытие кислорода доступа, она потеряла сознание. И видя, что она перестала, в общем-то, как-то сопротивляться, трепыхаться, как куклу тряпичную, там, за руку, за ногу, Абакумов ее вытаскивает в комнату и прям тут же
рядом с мамой на диван, ее там бросает. Там была небольшая сумма денег, был электроинструмент, электротовары, электроприборы, то есть чайник, кофемолка, там еще что-то. И настолько Аввакумов был жадным человеком, он все эти электроприборы взял с собой. У девочки вынули сережки, у нее был подарок сережки. Вот, и кулончик в виде буквы А, по первому букве имени Аэлита. Все это забрали. Затем заранее уже припасенным и привезенным с собой канистра с бензином была у них, Сафиуллин занес ее в квартиру. Вот, Аввакумов с Расселей вышли в машину, он обливает все это пол в квартире бензином и поджигает. Резкая вспышка, резкий хлопок там, и окна вышибает, там даже дерево, стоящее напротив, загорелось. Бедная девочка Элита, ведь они ее сначала топили, но получилось так, что она все-таки умерла от огня, то есть сгорела заживо. После налета подельники выпили бутылку водки, затем Аввакумов объявил, что теперь все в одной упряжке, и посоветовал молчать. Узнав о том, что Расселя призналась, раскололся и Сафиуллин. Он рассказал, что познакомился с Хайруллиной, когда отбывал наказание, через соседа по отряду. После освобождения он приехал в Казань, и они вместе с Расселей, в общем-то, стали сожительствовать. Поселил их тогда в общежитии еще при ТПО «Свияга», никто иной, как Аввакумов. В общем-то, он способствовал им, обеспечил им место для проживания. Экс-милиционер упрямо молчал. В юности он плотно занимался спортом. Сначала выполнил норматив на кандидата в мастера спорта по фехтованию, затем занялся атлетизмом. Стойко перенес все тяготы и лишения воинской службы по призыву в далеком Казахстане. Всем членам следственно-оперативной группы бывший майор милиции спокойно пояснял, что никогда бы не стал убивать любимого братишку. Притворяясь порядочным семьянином, он постоянно вспоминал о своих детях, женах и даже домашней собаке. Только через 3 суток бывший офицер признал свою вину, но лишь в убийстве Динара Биткинина. Я вытащил мягкий провод, набросил на шею Динара и задушил его этим проводом. Позже Аввакумов и Сафиуллин неоднократно меняли показания и топили друг друга в доказательствах, пытаясь избежать неминуемой расплаты за содеянное. Я не могу, когда ходили, у меня был шок, я ничего не видел. Мы с ней стали беседовать. Я говорю, ну вот я вот единственное, я не знал просто, о чем с ней беседовать, нашел причину, значит, говорить о ее муже и так далее. Вот через некоторое время потом заходит уже Фарид. Вот у меня дает это, кусочек этого, там, как чулков они мне, и говорят души. Я так сперва взял, не посмотрел на него, смотрел на Лену. Потом что-то смотрел. А Лена увидела, что это? Она что смотрит, тоже не понимает, ошарашена такая. Он говорит, так ты там, в смысле там, я ж не буду говорить. Он просто физически сильно так вот так взял за шею, вот так пригнул. Она же это была. Потом вот это взял веревку, перетянул. Сотрудничество Хайруллиной со следствием и наличие у матери-одиночки 2 малолетних детей принесло свои результаты. Она вышла на свободу под подписку о невыезде. Она могла спустить слезу, надавить, там, пытаться на жалость. У нее и медицинское образование там было, она училище медицинское заканчивала, и начальное педагогическое образование. То есть она достаточно хорошая актриса была. Причастность троицы к преступлениям подтвердил и молчавший до поры Айрат Манапов. Брат Елены Биткининой признался, что намеренно впустил на дачу в Лабышки Аввакумова, а потом боялся рассказать об этом из-за угроз вооруженного пистолетом майора милиции. Казалось, расследование достигло апогея, но тут вдруг опять заговорило оружие. 3 апреля 2000 года в 4 часа 20 минут экипаж милиции прибыл к дому по улице Фучика, где у забора стояла раненая в правый бок Расселя Хайруллина. Врачам скорой помощи она сообщила, что 2 мужчин вытащили ее из машины и пальнули из пистолета. Ее поместили в больницу на стационар.
стали разбираться, провели экспертизу. Выяснилось, что в нее стреляли из того самого оружия, из которого был убит брат Аввакумов Борис. Узнав результаты экспертизы, Хайруллина сразу изменила показания. Она прошептала, что пыталась покончить с собой, а оружие на балконе ее квартиры еще осенью 1999 года спрятал Александр Абакумов. На вопрос, где же находится пистолет сейчас, раненая указала на знакомую студентку. Вот эта соседка прячет пистолет, вызывает 02, набирает, сообщает о покушении с телефона автомата. Ну и она, в общем-то, сразу указала, что вот на свою вот эту вот подружку, вот эту вот девушку-студентку с педагогического института. Естественно, с постановлением на обыск мы приехали, нам была добровольно выдана вот эта сумка. И в ней мы обнаружили часть вещей. Обнаружили, по-моему, фотоаппарат с квартиры вот Биткининых. Мы в нем в этой же сумке обнаружили и сережки золотые, и кулончик с буквой А, вот это Аэлита, которые пропали с девочки 5-летней. И пистолет Макарова. Липовое покушение привело Хайруллину в Казань из Новороссийска. Абакумов выманил младшего брата на встречу под предлогом покупки большой партии аудиокассет. Александр был за рулем своей «восьмерки», в салоне сидела и сопровождавшая его во всех темных делах сладкая парочка. По дороге добродушный Борис рассказывал о недавнем отдыхе в Турции, чем еще больше злил завистника. За городом Абакумов и Сафиуллин вышли якобы по нужде, оставив Хайруллину в машине. Вскоре Фарид вернулся и сообщил, что в Ельнике Александр бьется в припадке астмы. Младший брат поспешил на помощь. В лесу резко выздоровевший Александр выстрелил Борису в грудь, после чего забрал у него барсетку, золото, деньги и пейджер. Позже, читая на экране пейджера сообщение от родственников вернуть пропавшего без вести за вознаграждение, казанский Каин лишь зловеще усмехался. На похоронах он рыдал, он стоял над гробом брата, нес гроб брата. То есть изображал полностью убитого горем близкого человека. — 29 мая 2000 года дело принял к производству опытнейший судья Верховного суда Татарстана Ильдус Якупов. В ходе допроса подсудимых Абакумов признал вину в убийстве Елены и Аэлиты Биткининых, а также брата Бориса. В убийстве Динара Биткинина экс-майор милиции неожиданно стал оговаривать Айрата Маннапова, но тут же был изобличен остальными подсудимыми. Сафиуллин и Хайруллина вину не признали и лишь подтвердили присутствие при злодеяниях Абакумова. Но первоначальных показаний и изобличающих друг друга допросов в суде, а также совокупности улик хватило, чтобы признать подозреваемых виновными. Абакумова в убийстве 4 человек, сопряженном с вооруженным разбоем и злоупотреблением должностными полномочиями. Сафиуллина в пособничестве этим преступлениям и поджоге квартиры. Хайруллина была осуждена за разбой и незаконное хранение пистолета. 17 июля 2000 года Верховный суд Татарстана приговорил 37-летнюю Расилю Хайруллину и 30-летнего Фарита Сафиуллина к 15 и к 20 годам лишения свободы соответственно. 36-летний Александр Абакумов получил пожизненное наказание. Судебные коллегии Верховного суда Российской Федерации тоже пришла к мнению, что суд первой инстанции рассмотрел объективно, справедливо, тщательно все материалы исследовал, и таким образом приговор Верховного суда Республики Татарстан оставила в силе, а жалоба
вот, осужденных без удовлетворения. Фарид Сафиуллин первоначально был направлен для отбывания наказания в Красноярск, но через несколько лет вернулся в казанскую колонию строгого режима номер 2, где и находится до сих пор. Отсидев 14 лет в чувашской женской зоне, Расиля Хайруллина освободилась на год раньше по амнистии. Годы разлуки не остудили чувства подельников, и в июне 2014 года она заключила брак с еще находящимся в неволе Фаридом Сафиуллиным. Александр Абакумов, жестокий оборотень в погонах, без разбора убивавший мужчин, женщин и детей, отбывает пожизненное наказание в печально знаменитой солилецкой колонии номер 6, более известной как «Черный дельфин». Абакумов. Абакумов Александр Евгеньевич, 4-го года. Отсюда по статьям 105, 102, 107, 222, 285. Убийство 4 человек. 17 июня 2000 года Верховным судом Республики Татарстан приговорил пожизненную лишение свободы. Вопрос ужал заявление к администрации учреждения нет. Выпрямить. Есть. На исходную. Бывший майор милиции сидит в одной камере с 3 уголовниками. Для таких, как он, не предусмотрены амнистии. Александр Абакумов повторил библейский сюжет о братоубийстве и так же, как Каин, навсегда изгнан из мира людей.